Я родился в городе Саратове, а вырос в городе Комсомольске-на-Амуре. Мой папа был театральный художник, и все мое детство прошло в театре среди запаха красок, запаха декораций. Я безумно любил эти запахи свежего дерева, которое пилят, распускают, клеевые краски. Это особые запахи, которых сейчас уже нет в театре. Они ушли постепенно. Я очень хотел рисовать, мне давали большие ведра с красками, и я на полу, на тканях, на бумагах большими кистями там что-то делал, разливал краски, развозил цвета. Мне это безумно нравилось, вот такая жизнь. Когда пошел в школу, я одновременно поступил и в художественную школу, в детскую. На большом морозе, в Комсомольске-на-Амуре, когда ночью там за 40 градусов, и ты утречком едешь быстренько в школу, в трамвае. Потом у меня так в памяти осталось. Когда я приехал в Казань, познакомился с Марсель Хакимовичем, для меня это было открытие театра и такое радостное событие в моей жизни. С Марсель Хакимовичем я выпустил ряд спектаклей, он меня сюда пригласил, и, естественно, я работал с ним. Последний спектакль – это «Баскетболист». Мы выпускали как раз во времена перестройки, во времена принятия суверенитета. И ощущение полета, ощущение каких-то мыслей очень свободных и стремления к чему-то, это очень ярко проявилось в этом спектакле. После ухода Марселя Хакимовича осталась идея поставить спектакль по пьесе Хугаева «Черная бурка». Это притча о человеке, предательстве, о любви. Такая кавказская, очень яркая история. То, что мы начинали с Марселем Хакимовичем, подхватил буквально из его рук Фарид Рифкатович Бекчентаев. Молодой режиссер, тоже очень темпераментный, но немножко с другим характером, любящий такие кружева в режиссуре, кружева взаимоотношений. И мы с ним сделали этот спектакль и в память о Марселе Хакимовиче, и как такой рубеж, заявив о каких-то новых взглядах театра, которые будет развивать в дальнейшем Бекчентаев и которые он будет нести зрителям. Национальный театр все-таки он питается корнями, питается жизнью, питается деревней, городом, все. А русский театр, он более европеизирован и такой более общий. Здесь все-таки стремление показать свой характер, как-то найти в нем какие-то новые грани. Это привлекает. Но театр – это очень живой организм, он никогда не бывает закостенелым, он живет. И я, если не ошибаюсь, еще Станиславский говорил, театр может жить 10 лет, потом он умирает и заново рождается. То же самое происходит, видимо, и с татарским театром. Все время приходят новые поколения, уходят старые, что-то появляется новое, появляются новые формы, новая драматургия, новая музыка. Это все влияет, и театр, он не может быть отдельно от всего, от жизни. Он все равно питается тем, что сейчас есть. Театр – это искусство, которое создается сегодня и сейчас. Поэтому отделить театр невозможно от того, что происходит. Когда пришлось думать о таком
событий, как юбилейная выставка, это всегда очень сложный вопрос, и пока активно работаешь, это какое-то продолжение и какое-то движение. Поэтому и выставку я назвал «Пролог». И на этой выставке участвуют мои студенты. Я стараюсь как бы с ними, с молодыми художниками работать на равных. Первый выпуск был очень сильным, хорошим, я их очень люблю. 10 человек. Образ жизни театрального художника для них стал родным и очень понятным, близким, и это сильно подвинуло их в работе. После защиты диплома вот из 10 человек у меня 7 человек поступили учиться в Москве и Питере получать высшее образование. Они учатся в ГИТИСе на сценографов, в школе-студии МХАТ, в Суриковском институте, в Питере ЛГИТМИКе, и даже одна из моих учениц, что особенно как-то неожиданно и радует, учится в Москве на режиссера. Я считаю, что художник должен быть как минимум с сознанием режиссера, а режиссер с сознанием художника. Вот тогда что-то происходит в театре, то, что называется вот этой тайной, и мы начинаем понимать друг друга. Режиссер, с которым я долгие годы работал, имел счастье, это Табачников Ефим Давыдович. Он мне когда-то говорил: ты знаешь, Сережа, я забываю, кто из нас что придумал в этом спектакле. То есть это уже не имеет значения. Мы с тобой работали вместе, это остается цельный спектакль. То есть вот такая работа, когда ты с режиссером в одной связке, это очень важно. И вот это я хотел передать и детям. Сценография вообще, она как бы проходит разные циклы и меняется бесконечно. Если помните, там 20-30 лет назад были спектакли более такие повествовательные, и сценография была как бы входила в действие, несла там 2-3 пласта какие-то, как постмодернизм, то сейчас сценография приобретает черты визуального театра. Это не просто иллюстрация и прочтение вот всех ремарок, данных драматургом. Все это самоценное произведение, которое является произведением искусства. Появляются новые средства выражения, появляется кино, появляется видео, большое значение свет приобретает. Все это складывает новый театр. Каждый раз какая-то мечта о новом. Потому что, когда берешь пьесу, то ты думаешь, что я ничего не понимаю, что с ней делать, как. Потом начинаешь мечтать, что это будет, что это получается, потом увеличивается коллектив, с которым ты работаешь. Эта мечта, она захватывает всех. Вот я так думаю, театр по природе своей – это какая-то мечта. И сейчас наш театр находится на том этапе, когда мы вдруг оказались, что нам не хватает этого пространства, или нам хочется его немножко изменить. И делается новый проект театра, фантастический проект по нашим временам. Театр – это мечта.